Воплотить на экранах бессмертные подвиги наших дедов и прадедов, которые ценою собственной жизни отстояли победу в Великой Отечественной войне. Главная цель социального проекта «Живые письма». Это будет серия из 20 короткометражных видеороликов, которые в лучших красках передадут героизм, храбрость, самоотверженность участников самой кровопролитной войны в истории человечества. А главную роль в создании видеороликов сыграют сами внуки и правнуки солдат и офицеров советской армии. Социальный проект рассчитан на школьников с 5 по 11 классы. Им предстоит написать реальную историю о подвигах своих дедушек, бабушек. Все будет написано в соответствии с сюжетом. Конечно, если там будут описаны и бои, мы будем снимать и бои с привлечением статистов, с привлечением графических каких-то штук, которые необходимы для этого, на постпродакшн и так далее. Автор идеи «Живые письма» Саид Гальмиев. Проект он защитил в начале июня в рамках грантового конкурса НКО «Росмолодежи». Поддержка Федерального агентства по делам молодежи составила около 900 тысяч рублей. Главную цель своего проекта Саид видит – формирование правильного патриотического сознания молодого поколения. Идея этого проекта возникла с того, что я наткнулся на статью в журнале Нью-Йоркского издания, и там было написано что победу не в Великой Отечественной войне, а во Второй мировой войне одержали Великобритания и США. То есть никаким образом не упоминалось участие Советского Союза, то есть забыли все героические подвиги наших дедов-прадедов. С этого появилась идея того, что это нужно как-то популяризировать в нашей стране, потому что, учитывая то, что молодежь ориентирована больше все-таки на западную какую-то культуру и смотрит в ту сторону, и, соответственно, информация тоже оттуда какую-то питает. Всего в рамках конкурса намерено охватить до 3000 участников. Проект будет состоять из 4 этапов. В рамках первого предстоит провести серию встреч с учащимися, где подробно будут описаны условия конкурса и возможности. Дом молодежи совместно с региональным Минобром работают над списками школ. Сейчас у них там в школах, в связи с тем, что каникулы, какие-то кружки, пока кружки проходят, мы посещаем эти школы. И во время кружков рассказываем про эту конкурсную систему этого проекта. Далее учащимся предстоит написать историю своих предков в виде эссе. Руководители проектов выберут для начала 30 лучших историй, из которых по итогу отберут 20 на съемки социальных короткометражек. Все-таки скажу что лучшая работа и самая, наверное, такая знаковая и запоминающая, зрелищная история, она будет уже переделана в сценарий. Сразу после команда приступит к съемкам видеороликов. Школьники не просто станут авторами сценариев, но и сами сыграют своих дедов и прадедов. Автор проекта уверен, что внуки и правнуки, которые хранят в себе черты родственников, безусловно, лучше смогут передать образы своих героев. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Над созданием видеороликов будут работать молодые режиссеры, сценаристы и актеры. Для участников проекта это станет возможностью получить уникальный опыт работы в кинопроизводстве, а также возможность проявить свои таланты в различных областях искусства. Звук, качество, костюмы, декорации. Руководители проекта учтут все нюансы для создания красивой картинки. Без внимания не остался и тот факт, что школьники не являются профессиональными актерами. Прежде чем приступить к съемкам, для учащихся проведут мастер-классы. Будет также проходить мастер-классы, где детей научат выступать перед камерой, научат актерскому мастерству и так далее, все, что с этим связано. Команда у нас достаточно опытная, есть такие ребята, которые уже и до этого работали над какими-то кинопроектами, так скажем, снимали фильмы про волгобегские бои и так далее. То есть опыт у ребят есть опыт в постпродакшене, в моушене, и в целом это реализуемо. Беспримерный подвиг, который не может быть забыт. Главное ожидание автора социального проекта – это позволить молодым людям лучше понять историю страны и проникнуться чувством гордости за своих предков. В условиях, где эту историю всячески пытаются переписать, переделать и перекроить на свой лад, так сказать, ее нужно рассказывать не только в школах, но еще и от таких учреждений или некоммерческих организаций, как, например, моя, как Министерство молодежи, как Молодежный дом молодежных организаций,
начиная отсюда и заканчивая непосредственно родителями, чтобы и сами родители также закрепляли это в умах своих детей. Так, по итогу проекта каждая строчка из писем школьников будет не просто набором слов, а живой картиной. Завершить работу над короткометражками «Живые письма» планируют до конца года. Все видео будут размещены на различных платформах и социальных сетях, а также в планах транслировать ролики на городских баннерах. Диана Дударова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.